Здравствуйте. Merhaba, akşam şerifleriniz hayırlı olsun saygılı телесерджилер. В эфире программа «Завтра», наша еженедельная программа. Мы чуть-чуть, спустя 3 месяца, решили изменить ее формат. Я представлю еще одну ведущую нашей программы. Зрители нашего канала ее давно знают. Сусана Ханом Халилова. Ассаляму алейкум, Сусана Ханом. Merhaba, Рустам Бей. Тема, о которой мы будем разговаривать сегодня, очень летняя и для Крыма очень важная. Я думаю, Сусана Ханом представит сейчас, о чем мы будем говорить. Elbette Rustam Bey, men sizden çok razıyım. Çünkü gerçekten de böyle bir turizm meselesi çok aktual Kırım'da ve bugün bizim programımızın mevzusu yazın çillesi turizm ve Kırım'da Kırım Tatarlarının özgürlüğü. Rustam Bey, men eminim ki elbette Kırım'a gelgen turistler için en evvela Kırım Tatarlarının özgürlüğü çok meraklıdır, doğru mu? Но на самом деле, конечно, туризм и тема туризма очень важна для Крыма. И тема крымских татар, быт, история, культура крымских татар, конечно, им, наверное, интересно, но... Elbette yok Rustam Bey, men eminim ki... У меня есть цифры. 38% приезжающих в Крым, это социологические исследования, больше всего интересуются морем и пляжем. Но есть еще 62%. Для них, наверное, интересна история не только крымских татар, история Крыма вообще. Elbette Kırım'ın umumen tarihi meraklı, lakin men sizden bu sahada biraz dava etmeye bilirim. Çünkü misal olarak Yunanlarının medeniyetinin, onlar Yunanistan'da tanış olabilirler. Almanlarının Almanya'da, yani Bulgarlarının Bulgarya'da, ama Kırım Tatarlarının тарихи ve medeniyeti tek Kırım'da takdim oluna. Ну, вы правы, конечно, что для того, чтобы изучить и лучше понять историю греков, не обязательно ехать в Крым, можно уехать в Грецию, понять, чем живут немцы, конечно, лучше и интереснее в Германии, или армяне, конечно, не надо приезжать в Крым, а лучше, ну, интереснее, во всяком случае, поехать в сегодняшнюю Армению. Но это так мы хотели бы, чтобы туристов, которые приезжают сюда, заинтересовал бы история и культура крымских татар. Гуляя по старым улочкам Бахчисарая, не обратить внимания на один из домов просто невозможно. Он сразу выделяется из общей массы и привлекает своим внешним видом, а после уже и своей историей. Глядя на это здание, нельзя подумать, что оно пережило многое. Изначально до депортации там проживала крымско-татарская семья. Позже помещение славилось своим кофе. Это была кофейня, которая встречала многих гостей. А сегодня это уже известный дом-музей крымских татар, дом семьи Дервиш. Семья Дервиш ответственно подошла к воссозданию старинного крымско-татарского дома, и сейчас тут полностью отражается быт крымских татар столетия назад. Оказавшись во дворе, и вправду чувствуется атмосфера прошлых веков. Тут же на нижнем этаже находится одна из первых комнат. Ашхане, кухня. Именно тут проводили женщины большую часть своего времени, готовили для своей семьи традиционные крымско-татарские блюда. Поднимаясь по лестнице вверх, можно пройтись по остальным комнатам дома, которые также полностью отражают уклад жизни наших предков. Первая комната, которая встречает, гостевая. Гостиная у крымских татар всегда находилась в чистом, ухоженном виде. Ее украшали всеми самыми красивыми и дорогими вещами, которые были в доме. Эта комната называется Мусафирхане. Раньше здесь беседовали со своими гостями и угощали их вкусным и ароматным кофе. Полы в комнатах дома устланы коврами ручной работы. Оригинальны не только они. Помещение декорировано разными видами посуды, над которой работали мастера Крыма. Самая дорогая сделана из меди и латуни. Привлекает внимание и камин, интегрированный в стену, по бокам которого стоят красивые ниши с деревянными шкафчиками. Из окна этого дома открывается прекрасный вид на Великий ханский дворец. А так сразу и не скажешь, что в реальности сегодня 21 век. По словам Рустема Дервиша, дом крымского татарина состоял из 3 комнат, одной из которых была комната, где находиться могли лишь сами собственники. Здесь хозяева дома отдыхали, общались между собой и просто проводили свое свободное время. А колыбель, которую мы перед собой видим, пережила депортацию и вновь была возвращена на свою родину.
Сегодня двери в доме-музее семьи Дервиш всегда открыты для гостей. Тут проводятся экскурсии. В планах у хозяев полностью возобновить мастерскую и открыть кофейню, чтобы с этим национальным крымско-татарским местом было знакомо как можно больше людей. Мы так бы хотели, но все ли мы для этого делаем? Давайте мы на эту тему поговорим и для начала представим гостей нашей студии. Невозможно, наверное, говорить о туризме без представителей туристического сообщества. Поэтому Ольга Васильевна Бурова, заместитель министра курортов и туризма Республики Крым. Здравствуйте, селям алейкум. Рады вас приветствовать сегодня в нашей беседе. Я хочу представить уважаемую Алифе Ханум Яшлавскую. Алифе Ханум – хранительница храма Дервишей. Это в Евпатории, в Гезлеве, да? Селям алейкум, рады вас видеть здесь. И по правую руку от меня Мирьям Хатум Сейтумерова, она директор Бахчисарайского дворцово-паркового комплекса «Ханский дворец», жемчужину истории и культуры крымских татар. Селям алейкум, здравствуйте, рады вас видеть. Представьте и других наших гостей. По левую сторону от меня Ренат Саранаев, руководитель культурно-этнографического центра «Коклус». Гулливер Алтин, учредитель Крымского исторического музея-заповедника. Ирина Георгиевна Полянская, директор Крым-турбюро на Москольце. Мне особенно приятно слышать название вашей организации. Оно мне, москвичу, греет душу. Здесь есть и Крым, здесь и Московское кольцо. Вы много туристов принимаете, оказываете услуги в год. Вы можете сказать, сколько в этом году уже туристов в Крыму? В Крыму вообще? Или туристов, которых приняла моя фирма? Ваша фирма. Ну, порядка 2000. Это по сравнению с прошлым или позапрошлым годом? Это примерно столько же. Примерно столько же, да? Столько же. Ольга Васильевна, а у вас есть какие-то цифры по Крыму, или вы вот так за полтора месяца не подводите? Нет, Да? конечно, есть. С начала года Крым посетило уже практически 2 миллиона туристов. Эта цифра на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть мы продолжаем оставаться востребованным, конкурентоспособным туристическим центром Российской Федерации. Об этом говорят цифры. Ольга Васильевна, зачем едут туристы к нам в Крым? Ну, туристы разные, и цели у них тоже совершенно разные. Мы сегодня уже не рекламируем пляжный отдых, потому что Крым пляжный, он, в принципе, абсолютно понятен. Его и рекламировать-то не надо. Да, мы говорим о том, что Крым – это музей под открытым небом. А на самом деле, если рассмотреть историю Крымского полуострова, то Крым всегда находился на перекрестке эпох, цивилизаций, и мы, на самом деле, музей под открытым небом. И поэтому, вот как показал опрос прошлого года, 17% туристов приезжали к нам как раз с целью культурно-познавательного туризма. И наша цель, чтобы таких туристов было намного больше. То есть мы должны и вовлекать новые объекты в туристические маршруты, и рассказывать, что есть в Крыму, что интересно, для чего сюда нужно приезжать. Спасибо, Ольга Васильевна. Ну, вы почти предвосхитили первую тему нашей сегодняшней беседы. Поговорим о наших памятниках. Elbette, бүгін bizim birinci mevzumuz, yani Kırım Tatarlarının tarihi medeni abideleri, onlar nasıl alda, nasıl vaziyette ve bizler musafirlerge nelerini tarif etmege isteyik. Сусан Ханум, ну, мы сначала посмотрим небольшой сюжет, старались наши с вами коллеги. Он не очень большой, просто еще раз вспомним о наших достопримечательностях. Крым всегда вызывал интерес у проезжих путешественников. Особенно часто Крым стали посещать русские и иностранные путешественники с конца XVIII века. Особым изяществом отличаются мечети, джами, в стенах которых проходили самые важные события мусульман Крыма. Самыми известными являются Джума-джами в Евпатории и хан-джами в Бахчисарае. Единственным образцом крымско-татарской дворовой архитектуры является Бахчисарайский ханский дворец, уникальный в своей простоте и изящности. Дворец крымских ханов является своеобразной визитной карточкой Крыма, символом истории крымских татар. Итак, первая тема разговора – наши достопримечательности. Что мы показываем нашим гостям? Стараемся показать все лучше. Мне кажется, для того, чтобы понять культуру крымско-татарского народа, ну вот если спросить у любого более или менее разбирающегося в истории туриста,
те, кто менее разбирается, их, по-моему, кроме моря и соседнего магазинчика, наверное, ничего не интересует. Те, кто более интересует, они сразу же скажут, что это Бахчисарай. А что кроме Бахчисарая? Вот, Альфия Ханум, я у вас хотел узнать, есть что показать в Евпатории приезжающим гостям? Конечно, есть. Евпатория – это древнейший город мира, 2500 лет нашему городу. И в городе сохранились уникальные историко-архитектурные Альфия Ханум, а памятники. в Крыму есть более древние города? Может быть, кто-то знает? Кажется, Керчь Сейчас, более на секундочку, древний извините, что я город. перебил вас. Керчь. Керчь, 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 да, более древнее, древний да? город. Да, возможно, Керчь тоже со своими архитектурными памятниками. Но Евпатория – это еще город курортов, это город развитый именно детское оздоровление. И в то же время я представительница храма Дервишей, суфийского ордена Мевлеви, который находится в сердце старого города. И он действует? Или это Да. просто Нет, он не памятник истории? действующий, но это туристическая точка. Восстановительные работы, административное здание сейчас называется туристическое маршрут Малый Иерусалим. Тикия Дервиш уникальная тем, что храм Дервишей сохранился на территории этого комплекса 15 век. Да, даже мы нашли источники, где датируется 14 веком. Уникальные архитектурные шедевры, я бы сказала. И это единственный памятник Дервишей на всей территории бывшего Советского Союза. Уникальность этого храма заключается в том, что он никогда не реставрировался. Он стоит в первозданном состоянии. Это очень уникальный, как вам сказать, даже шедевр. Альфия Ханум, в первозданном состоянии, это приятно слышать, но в каком состоянии? Иногда бывает в таком первозданном, что даже подойти страшно, вдруг в кто-то на голову упадет. удовлетворительном состоянии. Поэтому там серьезной такой реставрации не будет, но рядом стоит мечеть 17 века. Это уже представляет опасность для храма Дервишей, потому что там между мечетью и между храмом где-то 1,5 метра, и минарет, который постоянно наклоняется в сторону Тикие, угрожает безопасности, именно создает опасность этому храму. Поэтому мы уже лет 15 бьем тревогу о реставрации, о восстановлении этого минарета, о восстановлении этой мечети, и комплекс сам будет уже полной такой готовности для представления. Но сейчас там идут экскурсии, имитированные окружения дервишей. Альфия Ханум, суаль. Yani bu ekskursiyaların seviyesini стану aslında memnunsunuz mu? Yani ular gerekli derecede Kırım Tatarlarının yani böyle bir sufizm, yani İslam dininin sufizm akıntısını gerekli seviyede takdim ettiler mi? Sizin ekskursiyonlarınız. Вы знаете, лет 10-15 тому назад никто не знал, что такое дервиш, что такое тикие. Ну, сказки, может быть, читали восточные, может быть, и знали. Ну, опять-таки... Но не предполагали, что они есть в Крыму, есть Да, память о них в Крыму. Конечно. И когда уже было озвучено, и я вошла в этот храм, требовала от государственных властей восстановления этой территории. Почему эта территория уникальная, которая закрыта и не открыта для посетителей, то, конечно, мы вместе с общественностью крымских татар нашли взаимопонимание, выделили определенную сумму, и там был восстановлен бывший храм медресе, то есть бывшее здание медресе. Но потом медресе не было, сделали как бы двухэтажное сооружение. Московские археологи, облюбовав эту территорию, хотели сделать для себя гостиницу. Но гостиница не состоялась, и Бог, наверное, помог сохранить эту территорию как духовный памятник. Альфия Ханум, спасибо большое. Если можно, я Гульвер Бею задам вопрос. Гульвер Бей, а вот, допустим, встретил вас человек, незнакомый, приехавший с Челябинска, из Москвы, из-за границы, и сказал бы, вот у меня времени посмотреть только 3, 5
памятников в Крыму, и я бы хотел посмотреть памятники истории или архитектуры крымских татар. Вот какие бы 5 памятников вы бы назвали? Ну, безусловно, Бахчисарай – это комплекс Ханского дворца, это комплекс Девлет-Сарай, это, я бы порекомендовал, безусловно, Тикие, потому что уникальный памятник. Это Старый Крым. А что в Старом Крыму? В Старом Эстский Крыму Крым, да. оно остались, в принципе, чем он интересен. Там еще осталась мечеть хана Узбека, там руины некоторых мечетей и фактически руины медресе 1332 года, медресе Инджибе Хатун, то есть говорящие об научно-интеллектуальной жизни Крымского полуострова. Гулливер Бей, понимаете, мы сейчас говорим не об историках, мы говорим о туристах. И когда вы говорите о руинах, будет ли ему это интересно? Вы извините, в Греции и в Италии тоже многие памятники находятся не в том виде, в котором они находились в первом веке нашей эры, да, а на разном уровне. Поэтому им это интересно будет, потому что как раз-таки, чем руины они интересны, не тем, что их, конечно, их, безусловно, уже восстановят, но тем, что они тоже в первозданности. Вот Ирина Георгиевна, спасибо. Ирина Георгиевна, скажите, пожалуйста, а вот на практике, если говорить о крымско-татарских памятниках, что выбирают люди, приезжающие в Крым и обращающиеся к вам? Надо сказать, что специализированных групп, которые бы приезжали для знакомства с памятниками культуры только крымских татар, таких групп в природе не существует. Ибо человек, который летит к нам из Челябинска, из Екатеринбурга, билеты довольно дорогие, они прилетают к нам, как правило, экскурсионные группы, это где-то 5-6 дней, это корпоративы, как правило, или это сборные группы. И мы, как туристическая компания, продаем тот продукт, который пользуется спросом. А так как Крым очень многонационален, и крымско-татарская культура и памятники являются составной частью многонационального, многоконфессионного Крыма, то, безусловно, для того, чтобы что пользуется спросом у туриста, это квинтэссенция, это, конечно, Бахчисарай. Но я вот занимаюсь уже 5 лет изучением истории Белогорска, Карасу-Базара, и я вот добавила бы еще сюда и к мечети Бейбарса, о котором вы только что говорили, хана Узбека в Старом Крыму. Если мы едем на Восточный Крым, мы, безусловно, будем заезжать в Старый Крым и показывать эти памятники, хотя я бы рекомендовала, безусловно, администрации и Старого Крыма, и города Белогорска привести в порядок просто инфраструктуру города, потому что памятники очень значимые, памятники интересные и не повторяющиеся больше ни в одном регионе мира, ибо крымско-татарская культура сформирована именно здесь, на территории нашего полуострова. Это важно, это подчеркивают наши экскурсоводы, но дороги, по которым мы едем, когда мы въезжаем в город, трасса вполне приличная. Вот я бы рекомендовала, конечно, 5 лет я занимаюсь изучением Белогорска, и даже дом купила рядом с Карказизом, и всемирно пропагандирую, и рассказываю, что это такое, потому что место тоже уникальное, вот так же, как и Текие. Но, к сожалению, нужны дороги, нужно подтянуть инфраструктуру, и тогда все это зазвучит, и тогда больше людей узнают больше памятников, в том числе и крымско-татарского народа. Спасибо, Ирина Георгиевна. Я знаю, что сейчас строится дорога, не только Керченский мост, который мы все ждем, но строится еще дорога Таврида, она, по-моему, называется, дорога федерального значения. Проектируется, наверное. Она проектируется только, да, да? пока не строится. Ну, я тороплю события, очень хочется, чтобы она побыстрее была. Из Керчи до Севастополя, она проходит мимо Белогорска, мимо Карасу-Базара, да? Ну, а как долго они будут строиться, это уж... Она и сейчас проходит, старая дорога мимо но Карасу-Базара. не очень удобно для того, чтобы туристам ездить? Или... Нет, туристам удобно. Дорога проходит мимо, и буквально сверните с трассы полкилометра, и вот мы уже там замечательно, совершенно прекрасно сохранившийся, кстати, караван-сарай. И вот предыдущий мэр очень много сделал для того, чтобы эту площадь благоустроить. Рядом христианский храм. То есть вообще история Карасу-Базара безумно интересна. И одно время ведь он был даже столицей Крымского ханства. Вот. И очень хочется это показать, но нужно город облагородить. Тогда он станет... Вы патриот Белогорска, Карасу-Базара, Да. Ирина Георгиевна. Но тем не менее, и вы, и Гулливер Бей сказали в первую очередь о ханском дворце и Мерем Ханум. Я, конечно, не могу не обратиться к вам.
Ну вот мы пришли на экскурсию, там есть экскурсоводы у вас, они очень интересные, они знают историю крымских татар, но для человека, который вот пришел, послушал экскурсовода, решил еще задержаться, на что ему нужно прежде всего обратить внимание в Ханском дворце? Конечно, все идут к фонтану слез, воспетым Пушкиным, но я как раз говорю о крымско-татарском наследии. Может, поделитесь таким секретом? Никто не знает об этом, а вот вы нам и нашим телезрителям расскажете. Я хочу сказать, что лично для меня я не делю понятие крымско-татарское культурное наследие и наследие других народов. Вот для меня, как для крымской татарки, и крымско-татарский народ сформировался на территории Крыма, и наследие, любое наследие, которое здесь существует, оно является частью наследия крымских татар. Вот поэтому для меня очень важно, что наш Бахчисарайский заповедник объединяет разные памятники архитектуры, археологии разных эпох, разных веков. Это все является составной частью культурного наследия крымских татар. Поэтому я, например, не стала бы делить, что вот этот ханский дворец является только частью истории крымских татар. Абсолютно нет. Мы носители огромного количества разных племен и народов и культурного наследия, которое здесь вот именно слилось, выковалось в единую культуру крымских татар. Для меня, конечно, Бахчисарай – это особое место в Крыму. Это туристическое сердце Крыма. Ханский дворец. Мы говорим о том, что сердце каждого крымского татарина в этом дворце. И заходя туда, человек по-другому ощущает. Он олицетворяет собой государственность, которая существовала. Это резиденция правителя. Мы, как музей, я все же олицетворяю собой, я являюсь руководителем Музея истории и культуры крымских татар, который располагается в залах дворцового комплекса. И для меня это большая честь, что мы говорим о крымских татарах. То есть все, что мы показываем, весь тот духовный потенциал, вот те предметы, которые мы выставляем. Ведь мы показываем преемственность разных эпох. Мы связываем прошлое и настоящее. Мы показываем непрерывность цивилизационных процессов, которые происходили в Крыму, не только начиная со Средневековья. Мы пока рассказываем и об истории много ранее, так сказать, официально признанной за крымскими татарами. Мы говорим что такое официально признанное, я не понимаю. Знаете, как бы так принято, что об истории крымских татар начинают вести беседу с 13 века, там, 14 век или образование Крымского ханства. На самом деле мы имеем памятники духовной материальной культуры, когда мы рассказываем, например, о поэме Зулейха и Юсуф, написано на крымско-татарском языке, историком из Крыма, поэтом из Крыма. То есть мы уже говорим о том, что до возникновения Крымского ханства здесь уже существовала цивилизация, которая имела свой язык, крымско-татарский. То есть в данном случае, я противник того, чтобы были рамки указаны, что вот религия здесь возникла там с 13 века. Мы об этом и говорим в экскурсионном маршруте, что официальной религией в Крыму ислам стал с 13 века, но первые сюда как бы миссионеры начали проходить в 8 веке. Мы говорим о преемственности религии, о толерантном отношении. Мы говорим, вот ханский дворец, он является тем рупором, который, собственно говоря, на весь мир рассказывает о крымских татарах, о Крыме, о разных народах, о разных религиях и о том, как можно жить мирно. И все же я должна ответить на ваш вопрос. Когда приезжает в Ханский дворец, конечно, у нас есть экскурсионный маршрут. Мы пытаемся рассказать о крымских ханах как о государственных правителях, как о государстве. Фонтан слез – это очень красивая наша сказка, но для меня это не самый главный объект нашего дворца. Приезжает, да, Пушкин воспел его, очень красивый, но я во всем вижу, конечно, суфийские какие-то отголоски, потому что наши крымские ханы тоже были многие суфиями, и в нашей соборной мечети Большой Ханской иногда проходили вот эти вот кружения, да, то есть у нас было очень много орденов в Крыму, они были разные. Показать, конечно, мы пытаемся им рассказать об этнографии крымских татар, о народе, о бытии, обычаях, ведь очень понятные для людей понятия
того, как жили люди, чем они питались, как они одевались, во что верили, какие у них были обряды. Это настолько близко, что люди, видя это, начинают понимать и принимать. Очень много мифов мы развеиваем. Например, те, которые были в головы вложены, ну, будем говорить так, не совсем правильной советской идеологии. И люди, выходя, например, из Ханского дворца, получив информацию целиком, вот как бы не только о фонтане слез, они выходят с другим пониманием и с другим взглядом. И, конечно, мы им рассказываем, что да, вы можете увидеть, например, вот еще одну из сторон как бы мусульманской культуры, это обязательно и гигиена, у нас есть бани, пожалуйста, вы можете пройти посмотреть. Вы можете увидеть оружие. Мы показываем все, что у нас есть, но в то же время у нас в Бахчисарае есть много объектов, незаслуженно еще обделенных вниманием, но это все проблемы будущего. Мы все это как бы видим, мы все это работаем над этим. Очень много планов, по крайней мере у меня очень много планов. Но... Мы когда-нибудь позовем вас отдельно, и вы в течение часа поделитесь сами всеми этими планами. Хорошо. Короткий вопрос. Да? И, может быть, кто-нибудь один или два человека ответит. Те, кто согласен со мной, что мы все, что можно о памятниках истории крымских татар показываем, да, то, наверное, и не надо что-то говорить. Если кто-то хочет сказать, что нет, вот это еще не показали, то давайте услышим. Можно несколько слов? Buyurunuz, да, buyurunuz. Говоря о демонстрации культуры, традиций, быта крымских татар, с точки зрения музейной, это все отлично. Но дело в том, что турист будет до конца удовлетворен, если он познакомится с традициями того или иного народа, в данном случае будем говорить крымско-татарского народа, попав в семью, попав в быт, попробовав пищу с первых рук. Ринат Бей, услышав первые слова. Я с вами абсолютно согласен. И давайте мы тогда перейдем к следующей теме нашей беседы. Борин, Сусана Ханом, о чем будем говорить дальше? Крым татар милли емеклері, туристлер біздің емеклеріміз хақында нелер білелер? Яғни лагман ве самса бұ узбек, чүберек янтық ве сарма бұ крым татар емеклері хақында білелер бе екен? Ринат Бей, итак, продолжим разговор, который действительно начал Сусана Ханум. Может ли турист, приезжающий сюда, а он же не обязан быть знаком с кулинарными традициями всех народов. Вот приехав сюда, понять, что вот это блюдо крымско-татарское, а это нет. Ну, всегда интересно, потому что, ну, приезжая во Вьетнам, да, ну, хочется что-то вьетнамское попробовать, а не то, что ты ешь в Таиланде, то, чем тебя пичкают. Хотя сегодня в России, вы знаете, на каком-то полустанке, и то можно прийти в столовую, или в кафе, и тебе тоже предложат суши. По-моему, 15 лет мы вообще не знали о существовании. А я просто остерегаюсь где-нибудь в районе какого-нибудь Кирово-Чепецка заказывают суши, потому что ну, откуда там такая свежая рыба. Так вот, что из этого крымско-татарское, а что нет? И действительно ли мы все делаем, чтобы показать крымско-татарскую кухню? Вы знаете, очень интересный вопрос. И я бы, говоря о кухне, начал с кофе. Дело в том, что чашка кофе – это самая визитная карточка любой крымско-татарской семьи. Планы на день строятся с чашки кофе. Суммируются результаты дня чашкой кофе. Встречаются гости чашкой кофе. И иногда и провожаются тоже чашкой кофе. Поэтому это очень интересно на самом деле. Традиции кофейные пришли с далекого Аравийского полуострова. Но почему-то задержались в нашей среде. А почему? Турки не уделяют на сегодняшний день такого пристального внимания кофе. Они перешли к чаю. А у нас все-таки визитная карточка любого крымского татарина – это кофе. Гульвербе, нет? Не знаете почему? Мы пьем кофе больше, чем турки. Ну, нет, Я слышал историю, не знаю, правда это или нет. Если это действительно просто байка, то я очень прошу телезрителей меня простить, что в какой-то период один из турецких падшахов, султанов, так ему надоело, что все пьют кофе,
болтают и отвлекаются. Может быть, от молитвы, может, от серьезных дел, что он запретил выпивать на какой-то период кофе в Турции. Крым был через море, и все-таки это не было территорией Турции, он был вассалом, да, Крымское ханство, но не было территории Турции, запретить там он не мог. Поэтому в Турции перестали пить кофе, потом вернулись к этому. А в Крыму не подчинились этому фарману, этому указу, значит, правителя Турции, поэтому в Крыму по-прежнему пьют кофе. И в тот период бахчисарайские кофейни были более знатные, чем стамбульские. Ну, такая версия. Такая Абсолютно версия. верно. И А если- чем наш кофе, кто-нибудь знает, чем наш кофе отличается от кофе в любых других странах мира? Потому что я был в Греции, совершил непростительную политическую ошибку. Я попросил по-английски, попросил кофе по-турецки, да, Turkish кофе. Греки посмотрели, сказали, у нас нет такого. Я говорю, а какой же у вас есть? Мне говорят, ну вот мы принесем. Принесли, я говорю, так это турецкий кофе. Они сказали, нет, это кафе Элиника. Это греческий кофе. То же самое со мной было в Армении, потому что сказали, это армянский кофе, а не турецкий. Да? Но у них сложные политические отношения у греков и у армян с турками. Но тем не менее кофе и в Греции, и в Армении, и в Турции я пил один и тот же. Крымский кофе отличается чем-то? Отличается. Кроме того, что мы его называем кофе по-крымско-татарски. Чем же? Отличается. И я считаю двумя аспектами. Во-первых, крымский кофе, крымско-татарский кофе пахнет Крымом. Однозначно. И второе, Ну, для нас, в для всех, отличие, конечно. в отличие от турков, греков, может быть, там немножко североафриканских территорий, где подается примерно кофе, похожий вот на эту средиземноморскую среду, наш кофе имеет еще и отличительные добавочные особенности. Да, мы его варим. Каймахлы. Да, Вот. кофе подается каймах, то есть это сливки. Кофе подается обязательно свежевыпеченное курабе. Вот эта печенька не подается больше нигде. Сузанна То Ханум, есть когда вы это мне будете четко предлагать кофе, то, без что- курабье больше не предлагайте. Ичмеджем. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну и, естественно, кофе мелится вручную. Обязательно перед тем, как его сварить, его нужно перемолоть. Есть определенные пропорции. Кофе не должен быть жидким, кофе должен быть таким, который... В вашем гостевом доме вы почуете гостей только крымско-татарской кухней. Рустем бей, сіздің ошыңызға кетті, яғни бұл Ренар бей айтқаны, яғни Қырымда қаве Қырымнен қоқи, бұл ақиқаттен де ойлайды, чөнки Ренар бей чоқ ватан перверінса, ве бұле біріншілер сырасында, кем Қырымда, А мы все патриоты. туристлер үшін бұле бір юксек севиеде Қырым татар озгүнлігіңіз туристлерге тақдим етіп башлады. Я как раз про это и хотел вас спросить. Вы кормите крымско-татарскими блюдами у себя. А что это за блюдо? Вы знаете, действительно очень тонкий аспект. В двух словах А упомянули в чем же о том, тонкий? что... Или крымско-татарское блюдо, или нет? Крымско-татарское блюдо. Я вам скажу, что вот у меня была моя покойная родственница, которая владела крымско-татарской кухней, именно крымско-татарской кухней традиционной, еще из региона Бахчисарая на Ура. Ее звали Зейнеп Хану. И вот именно у нее мы выведали секрет старого бахчисарайского блюда. Поднимите руки, кто его пробовал. У меня мама из Традиционный Бахчисарая. суп. Сейчас попробуем. Серкели куфте. О, конечно, мама делает. Ей Кто еще 84 слышал о нем? 84 Да. года, она еще помнит. Это с как по тефтели, я пытаюсь по-русски объяснить, с уксус, немножечко там уксуса и разведенное там еще яйцо, да, кажется? Обжаренные фрикаделечки, Обжаренные фрикаделечки. которые варятся очень определенным способом. Действительно подкисливается бульон, при быстром помешивании вливается яйцо. И создается такая очень интересная консистенция. Вот вкус фрикаделевого супа, но с добавлением вот такого вот очень взбитого яйца. Интересный синтез. Его нужно попробовать. Это традиционное старое бахчисарайское крымско-татарское блюдо. Вы знаете, мы привыкли, все мы люди взрослые, все жили при Советском Союзе, мы привыкли, я очень рад, что было такое понятие общая кухня. Мы не называли ее советской, но у нас было все равно. Мы ели украинский борщ, мы ели пельмени,
Кто-то говорит, что это русское блюдо. Я, во всяком случае, много жил в Сибири, и сибиряки говорят, что это наше блюдо, хотя буряты и китайцы говорят, и монголы, что это их блюдо, да. Мы ели щи, мы ели шашлык, который непонятно откуда пришел, да, то ли с Кавказа, то ли из Средней Азии и так далее. Но тем не менее, в этом был некий недостаток, в том, что ведь кухня, она же тоже учит. Она тоже учит уважать другой народ, интересоваться. Если ты интересуешься, что есть другой народ, ты, может, его лучше поймешь. Во всяком случае, ну, глядя на кавказцев, да, всегда можно сказать, что да, эти люди, наверное, любят острую пищу, да, а вот белорусы вряд ли любят. Бойронс. В Евпатории, в культурно-этнографическом крымско-татарском центре Одон-Базар, есть этно-ресторан, где готовят только наши национальные уфакаш, ашкаш. Ну, это реклама городу Евпатории, городу Кизлеву, но, знаете, люди... Я не говорю, но я хочу, вот на картиночке как раз Одон-Базар Капсы, и вот там вы попробуйте наше традиционное евпаторийское кофе, в культурно-этнографическом, крымско-татарском именно этнографическом центре. Настоящий каймахман, да еще вам узоры сделают из цветов в этой чашечке. Поэтому в каждом городе это есть. Да, можно я еще дополню? Да. Да, пожалуйста, да. Здесь такой аспект, он очень непростой. Во-первых, понятно, что 1944 год очень много что изменил, и много что было потеряно вот в связи с этой трагедией. И здесь вот два аспекта, которые я хотел бы сказать. Первое, здесь необходимо очень серьезно подходить к научно-исследовательской части. Почему? Потому что сегодня, безусловно, наши кафе, рестораны, они стараются что-то возродить, но должна быть все-таки научная база всему. То есть исследование кухни должно быть на научном уровне. Это раз. Крымско-татарское, то, что было в средние века, там поздние периоды. Относительно вот там манты, блюд, которых больше, ну как можно сказать, заимствованы, я не считаю, что они не совсем нам чужды, да, не крымско-татарские. Почему? Потому что вот история народа, в отличие там от греков, вьетнамцев, которые говорили, он длительный период сформировался и жил, развивался на одной территории, ну, Крымском полуострове, и почти полвека весь народ, не какая-то часть, весь народ переместили в другую часть света и жил в этой части. И, естественно, он много что как бы приобрел. И я считаю, что это, в принципе, для нас тоже считается крымско-татарским, потому что мы на той земле жили, и это ничего здесь такого нет. И оно вошло в нашу культуру еще не потому, что его к нам привезли в Крым, а потому что народ там проживал. Поэтому здесь надо, безусловно, искать то, что было с Крымом, оригинальное, но ни в коем случае не разделять или отождествлять это вот восточная, или это узбекская, или там еще чья-то кухня, и она уже не совсем наша. Ну, если позволите, да. буквально ремарочка такая. Мы в экскурсионном маршруте мы обязательно затрагиваем кухню крымских татар. И мы объясняем людям, что как любая культура народа, так и вот кулинарные традиции, они не могут развиваться в закрытом обществе. У каждого народа не может быть сугубо своих блюд каких-то, но только если они очень далеко друг от друга географически находятся. В кухне крымских татар прослеживаются корни и средиземноморской кухни, и кавказской, и всех народов, которые проживали исторически рядом с кем-то, какие-то были общие исторические события. И то, что в нашу культуру сейчас вошла азиатская кухня, это нормальный процесс взаимопроникновения. Но единственное, что вот даже если взять блюдо, которое всем известно, это пельмени, у каждого народа они практически есть вот на азиатском полуострове. Так, извините, континенте. Так вот, у каждого народа они имеют свои особенности, свои изюминки. Вот у крымских татар они особенные. Как кто-то сказал, запах Крыма, вот оно какие-то специи. Да, добавки какие-то. Вот, это большое обилие орехов, да, джевизляш. Да, это сверху, когда, ну, буквально, да, сегодня я узнала о новом блюде, которое тоже действительно требует какого-то изучения. Но я хочу сделать еще такой акцент на том, что
Кухня, например, в Турции, она претерпевала развитие, вот как и культура, да, то есть они придумывались, смешивались разные культуры, придумывались новые блюда. На сегодняшний день там очень большой объем предложений сладостей, например. Мы, будучи в депортации, были ограничены в условиях определенного развития, поэтому мы сохранили только базовые какие-то свои кулинарные рецепты. Их нужно развивать, но это не означает, что это наше все. То есть у нас есть потенциал, который можно показывать, ну и вот как бы убирать кухню других народов, я думаю, не стоит. Ну, никто не говорит о том, что мы можем говорить, убирать. что, Да. Но я вот знаю по туристам, которые приезжают в Центральную Россию, гости, приезжающие из-за границы, из Европы или из Азии ко мне, они очень просят отвезти их в ресторан русской кухни. Да. Понимаете? Потому что все это они понимают. Да? Я однажды приехали, очень хорошие давние друзья, и приехали в мае, были длинные майские праздники, и мы поехали в леса, там, где это можно, зажигать костры, да, и стали делать шашлыки. Они говорят, что, но это же не русское блюдо. Я говорю, понимаете, вот вы приехали сюда, вы не найдете в Москве и в Подмосковье практически ни одной семьи, которая вот здесь бы на майские праздники или на дачах не жарят эти шашлыки. Но это уже настолько привычно для нас. Но все равно они просят русское блюдо. То же самое, мне кажется, приезжая в Крым, человек может насладиться всем. Но как мы говорили о памятниках старины, за самсой надо все-таки ехать в Узбекистан, потому что она там правильно, она там треугольная. Здесь я видел, она какая-то круглая, на плюшки похожа. Абсолютно верно. Треугольная. Абсолютно верно. Где вам Есть и везет? круглые, Крыму. есть и круглые, треугольные. Может быть, не очень правильный проект, да. Можно дополнение? Будем. Рустамбек? Вы знаете, есть коммерческая сторона. Вот крымско-татарский ресторан. Естественно, часть блюд меню могут быть более глубже, иметь принадлежность к крымско-татарской культуре. Но все равно будут те блюда, которые будут востребованы туристами. Там будет и плов, там будут и манты, там может быть и самса узбекская, самса такая, какой-то синтез и так далее. То есть это коммерческая сторона. Но если турист попадает в сугубо этнографическую среду, вы знаете, будет не совсем правильно, подав плов, сказать, что это традиционнейшее крымско-татарское блюдо. Обязательно нужно будет сказать правду, а правда в том, что корни этого блюда не отсюда. Да, мы адсорбировали часть узбекской культуры в себя, но все-таки у нас есть то, что было у наших предков здесь 100 лет назад. Давайте попробуем вот это. Будет ли оно для вашего желудка подходящим? Не будет, оцените. Но это принадлежность нашего народа, который предки ели, там, допустим, 100 лет назад. Вот поэтому вот такой вот аспект есть. Спасибо, Ренат Бей. Здесь тоже еще... или я вас... Да, пожалуйста. У нас есть такой маршрут в нашей компании. Мы даже первое место заняли, по-моему, год назад. Он называется, он этно-гастрономический. Он называется «Калейдоскоп народов и культур». И все, что вот сейчас говорим мы здесь в студии, мы стараемся отразить, показать, рассказать, и чтобы турист уехал и рассказал своим соседям, потому что самый благодарный турист возвратный. И поэтому практически во всех группах, которые принимают туристические организации, не только моя, но все те, кто работает над пропагандой культурного наследия, потому что кухня является таким же культурно-историческим наследием. И я хочу сказать в целом, не столько даже о туризме, в 90-х годах, когда крымские татары стали из Узбекистана возвращаться в Крым, что получили мы, живущие здесь в это время крымчане? Мы получили дешевую, вкусную еду. И это мы всегда подчеркиваем в наших экскурсиях. Вот так происходит то, о чем вы сейчас говорили, слияние, переплетение. Потому что когда ты живешь на территории, где сейчас по последней переписи 172 национальности, и вот когда я бываю в других мусульманских республиках в силу своей работы. Вот в прошлом году я была в Татарстане, была в Башкирии. У них тоже очень похожая кухня, знаете, потому что это тоже восточный народ. И без плова нигде, я уж не говорю об Узбекистане, Туркмении и так далее. Но все равно все эти блюда носят специфический разный вкус. Потому что я только в Ташкенте, например, ела плов из гусей. Вообще, я очень удивилась и думаю, ну это что такое придумать, да?
Так же, как и борщ. Смотрите, Игорина, борщ именно в варят все. Ташкенте только и надо есть плов, ну еще, может Да. быть, в Самарканде. Именно и в Бухаре. Ташкенте есть роскошный ресторан, он и сегодня жив, «Голубые купола» называются, Да, еще в такой советские традиционный. Ну, я была еще в советские времена тогда, вот, когда начинала только, но такого плова я не пробовала больше нигде в азиатских республиках. Я лишь ремарку вернемся в Крым, сделаю, да, я лишь говорили, да. ремарку сделаю. Здесь с точки зрения истории у нас бывают и в сознании перекосы. Не надо забывать, что крымские татары, да, которые формировались и в период Крымского ханства, а то свое было продолжением Золотой Орды, а там продолжение Дешти Кипчак и так далее. Мы были частью и остаемся тюрко-татарской цивилизации. Поэтому то, о чем вы говорите, это вполне объяснимо. Просто другое дело, что здесь у нас есть свой, как должен быть компонент оригинальный, и он есть, вот его где-то надо подчеркивать. А с другой стороны, отрезать себя от тех культур, с которыми наши культуры, кстати, формировалась, не стоит. Мои Я бы, может, ялыболинские- тоже добавила. Да, пожалуйста. Только я договорю, да? Мои ялыболинские родственники готовят блюдо, ну, похожее на кашу, да, и называют это пастой, да, как итальянцы, потому что у них есть у судакских какое-то генуэзское прошлое, да? Поэтому Но нам и надо даже не в названиях увлекаться. У нас некоторых. там часто язык у нас крымско-татарский, как известно. Вся архитектура, она тоже здесь в таком ракурсе представлена. Поэтому и вот эти наши какие-то там, скажем, индивидуальности, их нужно подчеркнуть, но ни в коем случае не перегибать палку. А это не индивидуальность пришлая. Это индивидуальность, индивидуальность истории ведущая Крыма. от генуэзцев. Да. Точно так же, как в крымско-татарском языке есть слова, которые пришли в те давние времена от греков, да, или от готов, Здесь тоже немцев. пришли, могут быть по-разному, да. Одно дело, как кофе где-то, он его выращивался, потом стало распространяться. Другое дело, что те же генуэзцы, которые здесь там были 2 столетия. Но давайте, да, пожалуйста, давайте послушаем Ольгу Васильевну, все-таки заместитель министра туризма. Ольга Васильевна, извините, что мы перебили вас. Пожалуйста. Я хочу сказать, что у туристов пользуются большой популярностью все объекты, о которых мы сегодня говорим, и культурно-этнографические центры, и, конечно, музей-заповедник, и кафе, и рестораны. И эти объекты лежат в туристических маршрутах, которые так и называются, в гостях у крымских татар. И маршруты эти проходят не только в Бахчисарае, но и в Старом Крыму, и в Евпатории. И особенностью таких маршрутов является не только возможность познакомиться с кухней, увидеть национальные объекты, либо памятники, но в том числе и поучаствовать в каких-то обрядах. Например, в Евпатории замечательный обряд – это церемония сватовства невесты. То есть туристы, они как бы погружаются в эту атмосферу и могут также поучаствовать в этом обряде. Или услышать национальную музыку в Бахчисарайском районе. То есть очень важно, что в культуре еще добавляются традиции и обряды, и они больше Ольга Васильевна, позволяют мы на эту тему познакомиться поговорим, но с чуть культурой позже. и понять. Спасибо. Я хочу завершить разговор о еде, потому что если мы будем много говорить о еде, наши телезрители, конечно, могут вкусно поесть, глядя в телевизор. Мы-то этого сделать не можем. Что друг друга дразнить. Я бы хотел завершить просто одним вопросом. Мы же перечисляли, да, борщ, щи, шашлык. Вот из этого порядка блюда, которым крымский татарский народ, но если не мировую кулинарную культуру, то культуру СНГ обогатил. Вы знаете, какое это блюдо? Шашлык. Чебурек. Чебуреки. Ну и Шашлыки тоже. все-таки, кебабы, они присущи всем Нет. остальным народам. Да? Но все-таки последние Это исследования Черноморье. показывают, что все-таки это Мне из кажется, Крыма, не из Крымского шашлык ханства. надо Оно... говорить, а кебаб, шиш. Нет, там именно шашлык, да, именно это Исторический крымско-татарское и само слово, в принципе, может чуть-чуть где-то Я искажать. бы сказал все-таки, что чебуреки, потому что попадая в Москву или в Санкт-Петербург, видишь массу шашлычин и видишь массу кавказцев, которые показывают и преподносят, и гордятся, и обосновывают тем, что, допустим, вот этот шашлык, это кавказский шашлык, и он готовится так, он азербайджанский, здесь вот аварский, здесь чеченский, здесь там такой, 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 да. Но чебурек, Всегда был Чебурек. даже старые чебуречни Москвы, они все-таки имели вот свою тропиночку. Мой давно уже ушедший от нас дед, когда-то был председателем райисполкома Черноморского района, тогда он тоже назывался Ахмечетский район, и ездил на ВДНХ и кормил руководителей партии и правительства. Он не знал, что они потом с его народом и с ним так поступят. Кормил чебуреками, потому что тогда, в 30-е годы, все знали, что чебурек – это крымско-татарское блюдо. Да? Сейчас оно стало общенародным, ну и дай бог, пусть оно будет. Мы перейдем к более сложной теме и, может быть, более грустной теме. Да?
Пожалуйста, Сана Ханом, поговорим о сувенирах. Сувенирлер, әлбетте, келген туристерге біздердің асыл сувенирлерін тақдим етеміз, ве аслы да Қырым татар чөлмекшелер ақында туристер білелер ме екен? Ну, тут, я думаю, даже нашим гостям, не знающим пока еще крымско-татарское, особо переводить-то не надо. Какими крымско-татарскими сувенирами, ну, если коротко резюмировать, да, мы можем удивить наших гостей. И вообще, есть ли у нас крымско-татарские сувениры, которые мы удивляем? И вообще, если говорить о Крыме в целом, да, хватает ли у нас сувениров, достойно представляющих и крымских татар, и Республику Крым для наших гостей? Пожалуйста. Да, Ольга Видите, Васильевна. что мы сегодня говорили, а достаточно ли у нас объектов показа, есть ли что-то новое. Вот в этом году замечательно, что в Бахчисарае появился новый музей, частный музей Рустема Дервиша. И как раз вот в этом музее можно купить сувениры, сделанные с любовью, своими руками из металла, которые как раз они связаны с бытом крымских татар. Видите, сколько у вас конкурентов в Гулливере появляется? Это не конкуренты. Да. Это Да. В том числе Пожалуйста, и в Фактории демонстрация замечательные богатства. тарелки, расписанные в традициях, и элементы одежды крымско-татарских женщин в том числе. Поэтому у нас есть сувениры. Наверное, да, вы правы, их недостаточно. И, наверное, здесь нужно должна быть работа экскурсоводов, которые посоветуют, где можно купить именно крымско-татарские сувениры, которые связаны с нашими традициями, обычаями. Поэтому я думаю, что все-таки Я здесь... сейчас по поводу туристов, по поводу экскурсантов, Да. так как это моя прямая работа, как туроператора, привести этих туристов и привести их И есть к куда? этим памятникам, да, и по поводу сувениров. Я хочу несколько не согласиться по поводу вот бахчисарайской этой лавки, и не только бахчисарайской лавки. Я понимаю, что этничность – это, конечно, богатство любой страны, любого государства, но сувенир, потому и сувенир, что он должен быть доступен. Цена цене, да? сувенира Ну, в любой да. стране, включая такое процветающее государство, очень туристическое, как Италию, Францию, вот доллар – это цена сувенира. А у нас все ручной работы. А ручная работа, вот я смотрю, у вас тоже ручная работа. Это всё-таки на элиту рассчитано. Это дорого, это дорого. И простой массовый турист, вот всех, которых мы принимаем 4, планируем 6 миллионов, он не будет покупать сувенир, который будет стоить дороже 500 рублей. Это показывает опыт. Мы в прошлом году специально проводили такое анкетирование, давали группам, а так как мы принимаем группы, а не индивидуалов, то есть вот 55 человек, какие сувениры, на какую сумму? Все, что до 500. В этом плане Китай для нас просто показатель. И Он- тот же он- А Таиланд. крымский показатель чай, на крымские наших сладости, прилавках. они доступны в Вот цене. это то, что они и покупают. Крымский мед, чай, замечательные крымские сладости крымско-татарские, и огромное очень вкусные. количество, что потрясающе. У нас есть такая керамика, которая продается везде голубого цвета, на которой написано Крым с нашими там колесиками и все прочее. Знаете, где их делают? В Китае. Детально. А я объясню, Потрясающе, но почему с надписью происходит, Крым. да. но Да, делают в Гулливер Бey, Китае. пожалуйста, почему это так? Да, на Да. самом деле, действительно, проблема в Крыму существует с крымским Да. сувениром, в том числе и с крымско-татарским, да. Вот мы очень тесно сотрудничаем с Республикой Татарстан, со многими учреждениями. Ну, Татарстан шествует над Бахчисарайским районом. Ну, Вам и повезло. он главный наш партнер нашего музея. И вот у нас там есть связи с ремесленной палатой Республики Татарстан. Вот то, чего здесь нет в Крыму. Вот государственные учреждения, там при Минкульте или при туризме. Ремесленная палата как общественная организация Не общественная представлена в Крыму. организация, как государственное Ну, как учреждение, государственное, которое да, выступает заказчиком, регулятором. А зачем вот нам этой политики. государственное, если есть общественное? Не, ну, Чего же мы все государству отдаем, а здесь потом вот, жалуемся, подождите, что всюду вот, одни чиновники? туризм, вот можно же тоже же, у вас же нет санаториев и отелей на балансе, правильно? То У нас можно... есть государственные унитарные предприятия, которые в ведении Министерства Нет, курортов ну и у вас туризма несколько, есть. допустим, да. 99,9% это не ваши, скажем, наши. правильно? Это Но разные тем не формы менее есть собственности. Министерство туризма. Для чего? Мне очень кажется регуля- симптоматично, что руководитель руководитель частного музея ратует за создание государственной Я организации. скажу почему. Здесь не все так просто, да. Дело в том, что вот существует эта ремесленная палата, как государственное учреждение, которое как регулятор многих этих процессов, который на государственном уровне лоббирует, пропагандирует того, что, допустим, татарстанский или казанский там сувенир должен продаваться на территории Казанского Кремля, а не китайский, допустим, там. И с точки зрения, вот есть очень много у нас мастеров,
которые являются, безусловно, частниками, но они не имеют такого контакта с государством для того, чтобы удешевить свою продукцию, потому что здесь очень много необходима помощь со стороны государства. Плюс гарантирует качество этого Второе, сувенира. мы- да. Вот, Василий, извините, Вот я сейчас дохожу с а вы мыслью. можете Да. запретить продавать китайские никто не подделки может, на да. туристических объектах? Почему? Я Это буду не на- может, это конкурентоспособность. Смотрите. Буду ратовать за крымскую сувенирную продукцию. Да, пожалуйста, поддерживаю расскажу. ее. Вот мы работаем с университетами сейчас, очень много с Крымским инженерно-педагогическим университетом. Там есть кафедра декоративно-прикладного искусства. Да. И неплохая, кстати. Это государственный вуз, то есть там госзаказ. Но выпускают специалистов, и они не знают, куда им идти. Да. Понимаете, вот эти связи, вот эти части, они между собой не связаны. Поэтому необходима именно государственная, в данном случае, политика и поддержка. То, что существует в Татарстане. У нас это на уровне общественников, естественно, это работать не будет. Почему? В общественную организацию могут войти часть ремесленников, часть не войти. То есть, понимаете, это... И поэтому вот на территории нашего музея у нас нет китайского. Но вещи некоторые действительно... выше доллара, получается, по стоимости, да. Цена не сувенира, Да. цена Да, приобретения. тут я с вами И согласен. потом, да. что касается, почему, и доскажу, вот я бываю в Ялте, там, в других регионах, я не вижу вот тех крымских сувениров, то есть там морпорты, В общей допустим. массе, да, нет. Да, их Но нет. индивидуально И вот они поэтому есть. я говорю, кто-то и со стороны государства должен заниматься. Почему? Потому что любой мастер, он не может выйти на рынок морпорта Ялтинского или там других каких-то площадок и предлагать свою продукцию. А для этого должна быть вот государственная Есть, политика. я хочу добавить, Да, что пожалуйста. все-таки государственная политика есть. И в этом году в Республике Крым был принят план развития этнографического туризма, план мероприятий развития этнографического туризма в 2016 году. И как раз вот вопрос сувенирной продукции есть в этом плане мероприятий. Как раз на местные органы власти возложена задача по оказанию содействия в предоставлении необходимых площадей для реализации, поддержки именно крымской сувенирной продукции. Поэтому в А плане кто мероприятий отвечает за это контроль, есть. что вот одни местные власти содействуют, а другие менее Ну, я думаю, что содействуют? нужно на эту тему Мне кажется, разговаривать. местные власти да, отвечают. об этом Нет, надо их говорить. очень много, и они в этом отношении безответственны. Ринальд Бей, пожалуйста. Но всё-таки мы Изучали этот патриоты и аспект. стараемся. Вы Так. знаете, дело в том, что развитием местного сувенирного продукта мы начинали заниматься аж 12 лет назад. Были сбои, но были и показатели. И пришли к выводу, что, безусловно, есть государство, которое олицетворяет собой некую помощь, но на уровне государства. Есть частники, которые несут в себе традиции, которые могут производить на дому ли, в артелях ли, но нет связи между вот этим звеном, которое находится внизу в деревнях, и вот этим звеном. Должна быть какая-то передаточная, промежуточная институция, организация, назовем ее ассоциацией, которая объединит низ, то есть производителей сувенирной Есть продукции, ассоциация в Крыму. и донесет ее до государства. И наоборот, государство через ассоциацию может легко общаться с Речь об этом, производителем. что она есть, У но нас не нет, работает. она Вот в есть. Татарстане Понимаете, вот вы она говорите, что государственная. есть, но все здесь люди присутствуют, в той или иной степени занимаются туризмом. Если они об этом не знают, Нет, она есть, мы Значит, знаем, она но плохо в нее работает. не все входят. Вот в чем проблема. Нет, Вот она в чем есть. роль ремесленной палаты Татарстана? В том, что эта государственная институция взаимодействует с каждым мастером или с каждым Гулливер Бей, вы производителем. очень советский человек. Не, Вам я не обязательно советский, это Юхардан кто-то должен вот так вот Да так нет, вот кулаком смотрите, ударить В сверху. Татарстане эта схема работает. Мы не- Почему бы нам не взять ту рабочую схему? У нас, вы Изучали говорите, мы опыт, общественные опыт организации очень и прочие, хороший, да. и они не работают. Вот там все налажено. Это же не потому, что людям там в госслужбе надо больше мест создать. Это регуляторная политика, и она как раз-таки на государственном уровне лоббирует того, чтобы местный сувенир по разным причинам был более конкурентоспособен, чем Китай и все остальные. По-моему, проект закона у нас Госсовета по этому вопросу есть, если не ошибаюсь. Замечательно, Министерство экономики рассматривало, поэтому будем ратовать, чтобы этот закон был Ну принят. вот давайте И на следующей кроме- сессии быстро, Потому что у нас есть хоть к в следующему университетах лету что-то специалисты, получится. Да, и да, они есть никому проект не закона. нужны. Причем по закону они еще должны отработать Извините, госучреждение. Да, пожалуйста. Можно я все-таки скажу? Пожалуйста, у нас каждый может говорить. Будем. С точки зрения музея,
Дело в том, что еще основатель музея Усин Баданинский, он со своими соратниками, они возрождали ремесленные мастерские. Но это было 100 Сейчас- лет назад. Это было 100 лет назад. Но я вам хочу сказать, удешевлять сувенирную продукцию общим потоком нельзя. Спрос рождает предложение. Есть покупатель на разный уровень, на разную ценовую политику. То, что вы говорите до доллара, это штамповка. Мастера, которые сейчас возрождают национальные ремесла, они не могут себе позволить поставить такую цену, даже если у них государство будет выкупать их продукцию. В Татарстане большой опыт, но они все же тоже, там есть проблемы. Я изучала их опыт тоже, потому что это часть, в принципе, работы музея. Поэтому вот нет сувенирной продукции, крымской, туристической сувенирной продукции. Мы с Китаем не может конкурировать ни одна страна мира по себестоимости их продукции. Но если мы тем фирмам, которые сейчас делают какие-то наклейки на кружки, вот, то есть то, что не является вот именно крымско-татарской вот национальной ремесленной работой, ручной работой, которая всегда элитная, всегда дорогая, всегда пользуется определенным спросом, тут вот такие мастерские, их много, они, видя спрос и запрос, может быть, да, вот Министерства туризма, они будут, в принципе, делать продукцию. Тогда мы можем говорить, да, мы можем убирать китайские какие-то подделки. Я сама вижу, что покупают наши туристы. Да, приезжают люди, они, это средний класс, ниже среднего класса, ну, бывают и богатые, которые хотят увезти именно наши вещи какие-то национальные. Но вот сказать, что не должен быть сувенир дороже доллара, нельзя. Вот сувенир, он должен быть Это разный. практика, Вот нет. может, ключевое да. слово вы сейчас сказали «бывает». Да. Турист бывает богатый. Вот принимаем мы из Екатеринбурга бизнесмена, он заказывает только 600-й Мерседес. Он экскурсоводу легко платит 10 тысяч. Но так, чтобы он она один с ним раз за была. сезон. Но, да, один раз за сезон. А что такое сувенир в мировой практике? Вот Италия не бедная страна, и турист приезжает не бедный, но во всех даже маленьких городишках вы возьмете этого Буратино за $5, который дергается, да, Пиноккио, вы возьмете эту башню, так же, как в Париже, Эйфелева, да, и привезете, вот это называется сувенир. А то, о чем вы говорите, я знакома с вашими бахчисарайскими художниками, я знакома с керамистами, замечательными нашими, крымско-татарскими и так далее. Это называется произведение искусства. Я сама собираю картины, у меня тоже есть дорогая керамика из Узбекистана, авторская работа, но это не является сувениром. Сувенир – это то, что наши дети, проектанты, покупают из 5 ракушек за 50 копеек. Вот это сувенир, это то, что доступно всем. Давайте завершим разговор о сувенирах. Я хотел бы завершить его, наверное, похвалой человеку, который когда-то придумал, изобретателю, великому изобретателю, который когда-то придумал холодильник. Но еще большего уважения заслуживает человек, который придумал магнитики для холодильника. Да. Если мы придумаем, не только мы здесь, а вообще что-то крымское, которое бы и стоило дешево, и говорило о Крыме, но не было бы магнитиком на холодильник, то, наверное, мы будем лучше этих обоих изобретателей. Бұл әлбетте халқымыздың урф әдеттерімізден бағлы мевзу, яғни Қырымда болған соң туристлер елге қайтқан соң Қырым тартарлар ақында нелер білелер? Біздер ақында нелерден айталар? Ольга Васильевна, вы как раз говорили об этом. Что узнают об обычаях и традициях крымских татар гость или турист, приезжающий в Крым? Крым – многонациональная республика, но в том числе это и республика крымских татар, это их историческая родина. И приезжая сюда, сейчас много говорят о крымских татарах, и, естественно, если раньше люди просто не понимали, кто это такие, то сейчас понятно, что и в прессе, и по телевидению вообще интерес огромен, да? Так вот, удовлетворяется ли этот интерес, узнают ли об обычаях и традициях, и как узнают об этом туристы? Ну, мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы туристы знали о традициях и крымских татар, и греков, и русских, которые проживают в Крыму. У нас ежегодно проходит туристическая выставка в Евпатории традиционно, которая так и называется «Новые маршруты и туры по Крыму». И в рамках этой выставки мы проводим конкурс «Экскурсионная мозаика», где выбираем лучшую городскую экскурсию, лучшую тематическую. И в прошлом году как раз лучшей тематической экскурсией стала экскурсия в гостях у крымских татар, о которой я рассказывала. В этом году мы провели конкурс на лучшие туры по Крыму, и у нас была номинация «Лучший культурно-этнографический маршрут». Но в этом году выиграл маршрут, связанный с историей караимов. Тоже очень интересный маршрут, не только Евпатория, но и до Феодосии маршрут проходил. И, вы знаете, вот
пользуются популярностью маршруты, которые вот не просто слушаешь рассказ экскурсовода, но, как я говорила, и пробуешь кухню, и участвуешь в традициях, обычаях, и слушаешь музыку, связанную с крымско-татарским народом. И у нас в этом году заработал туристический портал, где как раз вот все эти маршруты, туры можно узнать, позвонить в туристическую компанию, заказать себе. И, в принципе, мы на набережных видим наши точки реализации экскурсионных билетов. Если мы подойдем, то обязательно увидим маршруты и в Евпаторию, и в Бахчисарай. И поэтому сегодня узнать о Крыме возможно. На территории Крыма работает 96 туроператорских компаний, 388 турагентских компаний, более 1200 экскурсоводов аттестовано. То есть крымский турбизнес представляет совершенно разные продукты, и у туристов они пользуются спросом. Порядка 17% в прошлом году как раз приехали с целью культурно-познавательного туризма. И, конечно, Бахчисарай – это тот город, куда обязательно приезжают туристы. И хорошо, что Бахчисарай так географически хорошо находится. К нему можно приехать и из Севастополя, из Симферополя, из Ялты, поэтому маршруты пользуются популярностью. И мы вот, опять же, по соцопросам смотрим, что 21% туристов приезжают к нам, потому что им посоветовали Крым их друзья, которые здесь отдыхали. Это очень важно для нас. Но мне очень понравилось, не знаю, кто придумал слоган для рекламной кампании, которая в начале этого года была «Крым ваш». Говорим мы, обращаясь к россиянам, поэтому пусть приезжают. Вежливый Крым да. тоже мы добавляем. Поэтому мы, крымские татары, тоже, безусловно, считаем, что Крым наш, потому что мы здесь родились, но и ваш, всех граждан России, потому что мы теперь часть России. И все-таки давайте мы объединим эти темы. Какие уже есть маршруты, туристические экскурсии, рассказывающие об обычаях и традициях крымских татар, и каких не хватает? Вот кто-нибудь на эту тему может рассказать? Чего-то, как вам кажется, не хватает? Что спрашивают? Ну вот что я просят? уже говорила, что крымско-татарского маршрута, который посвящен только культуре крымских татар, такого маршрута нет ни в одной туристической компании. Мы презентовали в прошлом году «Дорога крымских это... ханов», 5-дневный маршрут. Но как он раз... не работает. Но он есть, надо раскручивать его. Как раз он плохо обращаться к вам, продается. туроператоры, пожалуйста, продавайте я скажу, что его. с точки зрения маркетинга это слабо продаваемый продукт. Если каждый день есть борщ, он тоже надоест, правда? Поэтому если 5 дней мы будем говорить только о тех памятниках, о которых мы сейчас говорили, очень ярко выстрелит в первый день Бахчисарай, вместе к Бахчисараю с Чуфутом. Но Чуфут к крымским татарам имеет уже опосредованное отношение. Прямое скажем. отношение. Да, прямое отношение, но это не является как бы символом, потому что там мы говорим не только о крымских татарах. Да? Безусловно, вот Ларишес, безусловно. То есть Бахчисараю мы посвящаем один день. Второй день можно посвятить культуре крымских татар на восток. Тот же Старый Крым, Карасу-Базар и так далее. И фактически на этом объекты, ну, такие яркие, которые звучат, Евпатория, мечеть же можно. и Евпатория одна мечеть. Но Такие. Гизлевские Но это ворота, опять. Гизлевские кофейня. ворота. Ольга Васильевна, это все равно 5-часовая экскурсия. 5 дней – это натяжка. И турист, вот как вы говорили, не закормили ли мы их там, в Севастополь приезжаешь, и военные объекты. Но мы к этим военным объектам, как в Севастополе быть без Херсонеса, так и здесь. Понимаете? Поэтому я сторонник того, что продается, потому что это бизнес. Вот. И сторонник все-таки показывать Крым многонациональный. И тогда еще ярче зазвучит культура крымских татар, потому что тогда мы сможем не только их накормить. Замечательно совершенно есть кафе «Гузель» называется, которое открылось теперь и в Белогорске. Мы очень дружим. Как бы с Светланой Александровной, вот пусть не звучит это рекламой, но уже прозвучало. Да, но они, да, ну, просто они единственные, которые предлагают культурную программу к вкусной еде. И сейчас они готовят такую программу, и вот уже я часть этой программы видела в Белогорске при выезде, тем более рядом И с таким музей объектом, открыли, да, как хороший. сафари-парк. Они вкладывают в это приличные деньги. У них есть идея, что самое главное. Поэтому люди едут туда, где интересно и где есть какая-то, вот у каждого же есть цель. Когда он тратит деньги, у него есть цель, что бы он хотел. Да? Вот я думаю, что Крым настолько маленький, но настолько многофункциональным, что мы здесь можем показать все. И так как крымские татары тот народ, который интересен, особенно в последние годы, а сейчас, когда мы стали частью Российской Федерации, и крымские татары влились в культуру исламских народов, мусульманских народов, исповедующих ислам, другие вот в
в частности, я уже говорила о Башкирии, Татарстан, безусловно, и вот уже работает Гулливер активно с Татарстаном. Я думаю, что быть частью большой страны, сильной, мощной страны, это здорово. Это приятно. И Ирина Георгиевна, безусловно, в таких тут даже условиях- возражать никто вам не и будет. в таких условиях есть все возможности для того, чтобы и крымско-татарские памятники истории, культуры, гастрономии, вообще всего-всего, я думаю, что они получат и достойную оценку. И я думаю, что у вас много перспективы, и мы, как туристические операторы, будем использовать абсолютно все ваши возможности для того, чтобы это донести на просторах России. Спасибо большое. Тем более, что мы считаем, что и княжество Феодора, и Мангуб, и готов, и кемерийцев, и тавров, и скифов, и аланов нашими предками. Конечно. Поэтому, показывая все эти Здесь древние не поспоришь достопримечательности, мы, безусловно, говорим о народе, наследниками которого, потомками которых мы являемся. Да, Гулливер Бей. Вот продолжая тему. У нас времени уже... Да, я несколько слов скажу. Вот наш музей-заповедник, Крымский исторический музей-заповедник, тоже разрабатывал маршруты. Мы тоже все эти вопросы изучали. И мы пришли к такому мнению, что в чистом виде действительно вот этот тур, он не работает. Кто, почему, крымстарский я имею в виду. Но мы подошли к другой стороне. Мы подходим не с точки зрения только национальной культуры, мы с точки зрения эпохи. Мы берем, к примеру, период Крымского ханства, и, условно говоря, по Бахчисараю мы показываем, как и в маршруте имеется, как и комплекс Девлет-Сарай, как и Ханский дворец, так и монастырь, так и Чуфут-Кале, потому что и показываем вот это мирное, во-первых, сосуществование многовековое, это наше богатство. Вот Крым чем уникален? Тем, что вот эти культуры различные, они отметились здесь. И потом этот маршрут, он интересен всем. То есть мы показываем о том, даже как крымские татары в XVI веке жили с представителями других конфессий, тот же Успенский монастырь, который стал развиваться в 15-16 веках и так далее. Вот в таком контексте и даже сейчас разработали на 30 регионов целый туристический тоже маршрут, татар-тур, который идет и по Северному Кавказу, и по Поволжью и так далее. Вот с этой точки зрения, Да, именно с исторической, да. И там все культуры. Что касается обычаев, вот здесь действительно проблема какая? Первое я вижу. Вот, надо всегда подходить профессионально, да? Говорить о традициях и обычаях крымских татар должны те люди, которые имеют на это образование. Это будет гораздо лучше. Безусловно, есть люди, которые знают вид образования гораздо больше, но тем не менее должна быть система. У нас есть крымско-татарский язык, литература, но у нас нет специальности крымско-татарская культура, условно говоря, которая бы могла найти вот здесь свою реализацию. И поэтому различные маршруты составляются, кто-то по-разному эти все обычаи представляет. У нас же еще у самих проблема. Мы еще не все знаем свою собственную культуру в силу вот этих исторических катаклизмов, которые произошли в середине 20 века и много что потеряли. И здесь нужно изучать. Почему? Потому что потом различные разночтения происходят. Гулливер Бей, Да. вы сами напросились, давайте с вашей помощью тоже, но раз Гулливер Бей, а давайте мы на телеканале Сусана Ханум и начнем целый цикл передач для того, чтобы культурологически изучать нашу же культуру, рассказывать о нашей культуре всем народам, проживающим в Крыму. Тем более, что абсолютно права Ирина Георгиевна, крымские татары, да, далеко были от Крыма, но наша культура неразделима от культуры других народов Крыма. Конечно. От урумов, как мы называли греков, от болгар, которых совсем мало теперь, но которые жили рядом с нами. Нас не было здесь 70 лет, но веками мы жили рядом. И история Крыма, история национального народа Крыма, это не только как сегодня красивые плакаты с изображением Екатерины II и Николая II, но, наверное, и с изображением Шахина Гирея, замечательного, на мой взгляд, замечательного крымского хана, да, и победы, скажем, русской императорской армии, это, безусловно, наши победы, но победы крымского ханства
И победы Крымского ханства, особенно тогда, когда они руку об руку с Московским царством или с российскими, штурмовали какие-то другие сопредельные государства и одерживали победы, это наша общая история. Да, пожалуйста. И еще можно продолжить, что крымско-татарский конный эскадрон сыграл Безусловно. немалую роль Поразительно. во всех завоеваниях России. Об этом ни в одном маршруте не говорят. Говорим. В Евпатории я нашла конюшню, где был Евпаторийский конный эскадрон, улицы, дома офицеров, которые рядом строили, чтобы при тревоге они друг друга могли это сообщить, потому что тогда телефонов не было. Олег Иванович, спасибо Я вот здесь- большое. Я Так вот здесь что, хотел вам Да, наша история уважение, которым какая. Ихадис пришел на эту передачу. Дело в то том, есть что- вы не хотите, чтобы мы делали с вами такую Абсолютно программу? нет, наоборот. Вот смотрите, он вот по 5 лет наш музей существует, да? И мы как бы много что увидели и знаем. Основная, вот с чего начинать, надо самих себя. Вы правильно заметили, что нужны такие передачи. Но еще нужно, чтобы крымско-татарские, начиная, пусть и общекрымские СМИ, популяризировали музеи, памятники, культуры. Вот, допустим, о нашем музее говорят там, или да, об другом тоже, и ханском, и другие. Когда там какое-то мероприятие произошло, все. И то не каждый раз приедут, это раз. Я недавно был в университете, у нас 100 студентов сейчас проходят практику. Я спросил, кто знает педагоги будущие, кто знает Занджирлы медресе? 3%. Кто знает Ларишес? 2%. Комплекс. Кто там был? 1%. Из них 70% были крымские татары. Вы можете представить, какие это цифры? Это о чем говорит? О том, что крымско-татарские СМИ должны как систему взятия постоянно, ну, это может и в роликах, и в передачах, как угодно. Не просто один раз в 5 лет снять передачу о каком-то комплексе. И их пропагандировать. Почему? Потому что мы говорим о туристах, а вы посмотрите о крымчанах. Все ли они музеи, памятники знают? Нет, не все. Поэтому как раз-таки ваш телеканал может быть очень интересным, если он Біз сізден возьмет... сұқ çalışамыз, Да. Гүлбер бей. А? Біз сізден çok sık çalışамыз, хаберлер программасы. Дайма сізге... Вы говорите о Ну, не новостных. только. Вы говорите о новостных. Оно должно быть как система. Московский Кремль не только о новостях показывает, когда там президент что-то решает. Его так или иначе везде пропагандируют. То есть это должна быть система. Она по-разному может быть. И в новостях, и в отдельных передачах, и в роликах, и где-то может быть какие-то мероприятия. То есть это... И это должна быть не только Да. программа И наша проблема... о крымских татарах и для крымских Нет, татар. вот это должна быть о Крыме. Почему? Потому что кто бы там ни говорил о пляжном или как морском там нашем богатстве, да, побережье, на самом деле самое богатство Крыма на мировом, вот если в пространстве смотреть, это его историка, историко-культурное, архитектурное наследие. И как и крымско-татарское состав, то, что сформировалось уже в средние и поздние века, и более ранние эти периоды. Вы говорите там о греках можно, о Древней Греции можно узнать Древней Греции. Но в синтезе с другими культурами только вы узнаете в Крыму, допустим. И то же Дарийцах, самое. это наши Вообще колонизаторы, да. неизвестно тюркские периоды, там и о гунах, о печенегах, которые здесь столетиями были. У нас 1500 лет, полный провал этот период. Поэтому в данном случае здесь как раз-таки, ну я вот и с министром туризма об этом говорил, и с другими, и это до меня многие годы говорят разные люди. Первое, что Крым должен ассоциироваться всегда, это с историей. А уже пляж, санаторий, это уже как добавляющее. Почему? Потому что пляжи мы еще долго не сможем там... Не пугайте, да. сможем. Но будем стараться. Да, будем стараться. Ленар Бейдов. Одно предложение. И мы будем завершать, если И вы будем согласны. завершать, Бог даст. Вы знаете, изучение истории, исторического аспекта Крыма невозможно без его села. Возвращаясь к крымским татарам, 70% крымских татар — это все-таки сельское население, и формировался этнос во многом в селах. Синтез культур христианских, мусульманских, иудейских, немусульманских проходил не только в городах. И вы знаете, дело в том, что села на сегодняшний день у себя сохранили больше исторического аспекта, больше культурного наследия. Все-таки в селах можно сегодня найти тех, кто помнит, как это было раньше, и может донести это тем, которые интересуются именно натуральной историей, натуральной этникой. Поэтому просьба не забывать о сельском этнографическом Крыму. Это очень интересная штука, и мои коллеги прекрасно
знают и подтвердят, что во многих странах мира, в той же Италии, в той же Франции, Агротуризм чрезвычайно агротуризм, интересная. экотуризм, туризм культурного наследия, он чрезвычайно интересен. Люди могут поехать куда-то далеко от цивилизации за 1000 километров, пожить 2-3 дня в бедуинском шатре и будут очень довольны и забудут о курортно-туристической рекреации. Спасибо большое. Спасибо Крым большое, место туристическое, но и поэтому туризм – это главная отрасль нашей экономики. Так что мы не в последний раз здесь собираемся, не в последний раз будем говорить на эту тему. Да, пожалуйста. Наш этнографический центр Тикия Дервишей, значит, мои ученики производят вот такие вот Ой, сувенирчики. замечательно. Это дервиш, кружащийся дервиш Софийского ордена Мевлеви, потому что у него высокая шапка. Это оберег. Поэтому телеканалу «Милет» я дарю такой оберег, чтобы этот оберег охранял всю эту территорию от всех неприятностей, от всех... Ну вот, Сусанна Хану, передайте, пожалуйста. бережет Она заместитель этот генерального телеканал. директора телеканала. Так, Çok sağ olun. спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам на программу. Я думаю, что если хоть какую-то толику мы привнесли в то, что туристическое завтра, что этнографически, исторически разнообразное завтра Крыма будет выглядеть еще более колоритно или еще более ярко, то значит мы делаем, наверное, правильное и нужное для нашей Родины дело. Давайте будем прощаться. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Спасибо. Ждем вас через неделю. Sağlıkla kalınız.